От Ингушетии депутат, прошу меня представить 5-6 минут слова. Я обращаюсь к всем депутатам. Депутаты из Ингушетии просят слова. Муса Дарсигов, прибывший в Москву по поручению своего народа, еще не раз будет отстаивать нарушенные права депортированных. Он действительно был народным избранником. Своей должности он не терял даром ни минуты. На весь зал с трибуны Верховного Совета СССР требовал восстановления автономии, существовавшей до 1934 года. Авухуер, Ахаер, Сохогбацерас, есть Агоерас, главный кетч до Дислберас. Так это стир. Я суарвак берачур. Суарвак берас удуяр, не хочу я с вами больше. Бесед грубо я радуюсь. Ах, говори, вот это раз мужской разговор. Ну, Сергеевич, да. Я прошел за весь народ. Выступление депутата, затаив дыхание, слушали все в зале. Это был самый первый и очень важный шаг в восстановлении автономии Ингушетии. Муса Дарсигов был передовиком сельскохозяйственного производства, которому отдал 45 лет. Его трудовые успехи были отмечены высокими правительственными наградами, включая 2 ордена Красного Знамени, Трудовой Славы и Знака Почета. И вот в 1989 году Муса Дарсигов был избран депутатом Советского Союза. При его активном участии Верховный Совет СССР принял один из самых гуманных законов о реабилитации репрессированных народов. Рассмотреть вопрос о создании ингушской автономии Советской Социалистической Республики в составе РСФСР, объединив исторически сложившуюся территорию Ингушетии, какой она была до упразднения ингушской автономии в 1934 году. Официально он встречался с президентом страны 23 раза, устраивал многочисленные приемы ингушским делегатам, добивался встречи духовенства с патриархом России Алексием II, который впоследствии сделал обращение на имя президента России о принятии закона о реабилитации народов. Он рано познал тяготы лишения родины, потом родителей, детство прошло в детдоме, а в конце 50-х годов Муса вместе с первыми переселенцами вернулся на Кавказ. В памяти своего народа он остался выдающимся политиком, а закон о реабилитации репрессированных народов положил начало созданию ингушской государственности. Рина Сычоева, Магаз 24.